Что будет с растаможкой авто после Нового года? Ведь бытует мнение, что размер налога за ввоз одного автомобиля из стран Европы в Кыргызстан может увеличиться в 5-10 раз. Так как период адаптации нашей экономики к условиям Евразийского союза истек. Ставки приводятся в соответствии с теми, которые сегодня уже применяются на территории других государств ЕС. На днях депутаты парламента подвергли критике чиновников за то, что те якобы не очень хотят отстаивать интересы простых кыргызстанцев. Это программа «Маселе». Сегодня мы будем беседовать с депутатом парламента Эльвирой Сурабалдиевой. Эльвира Джергалбековна, здравствуйте. И мой первый вопрос. Вот на днях вы подвергли критике чиновников. Скажите, пожалуйста, а есть ли реакция какая-нибудь после этого? Вы, наверное, говорите о заседании к нашего комитета профильного, да, вот это комитет по экономической и фискальной политике, где я являюсь членом. Буквально вчера, во вторник, мы обсуждали бюджет на 2020 год и прогноз бюджета на 2021-2022 годы. Как раз таки там я и поинтересовалась у министра экономики, у министра финансов и у руководителей таможенной службы нашей республики о том, что произойдет с января 2020 года. Как общеизвестно, на этот год, на один год буквально, внутренним постановлением нашей страны мы вернули на растаможку на период до вхождения в ЕАЭС, до 2015 года. И когда я поинтересовалась цифрами, мне назвали цифру в 1,6 миллиардов, то есть зачем я задавала этот вопрос, чтобы сравнить, насколько выгодно нашим гражданам быть в ЕАЭС. Что принесет растаможка, потому что со следующего года она подорожает в буквальном смысле в 5 раз. И когда в 2013 году началась техническая подготовка, техническая часть подготовки вхождения в ЕАЭС нашей страны, к сожалению, так получилось, что мы, я имею в виду представители правительства Кыргызской республики, не смогли отстоять преференции для наших граждан, для предпринимателей нашей страны. И вот конечным результатом являются такие вот моменты. Это, я так считаю, да. Вот скажите, пожалуйста, кто может повлиять на решение этого вопроса, если, как мы наблюдаем, правительство не предпринимает каких-либо решений? Так как правительство в силу ограничений, своих полномочий в рамках ЕАЭС, этот вопрос будет решаться только нашими представителями в Москве, то есть министры от Кыргызстана, являющиеся министрами в ЕАЭК, они должны будут выносить на заседание этого совета, где решение будет приниматься непосредственно на уровне глав государств. То есть вопрос усложняется тем, что эту тему нужно будет согласовать с президентами всех стран, которые являются членами ЕАЭС. Вообще надо отметить, что ЕАЭС – это интересная организация с большим будущим. Нас стараются в этом увидеть, по крайней мере. Но разница и по развитию экономики, и по уровню жизни у нас по сравнению с тем же Казахстаном достаточно разнятся. Да. Поэтому правильно ли сейчас уравнивать налоги и пошлины и делать их одинаковыми для всех стран Евразийского союза? Вы знаете, вот как раз-таки об этом 4 года подряд в качестве депутата парламента я поднимаю вопрос о том, насколько мы на равных правах в этой партнерской организации. Она называется партнерской, да. И на тот период, когда мы входили, нас убеждали в том, что если мы не войдем в 2015 году, мы как бы останемся за бортом и в экономическом смысле. То есть, по большому счету, за все 30 лет, как существовала экономика Кыргызской республики, мы базировались на реэкспорте. Мы покупали товар у Китая, мы перепродавали его в страны, нынешние наши партнеры по ЕЭК, это Россия и Казахстан. По большому счету. И когда создавался таможенный союз в рамках ЕАЭС, нас предупредили, что если мы в него не войдем, то мы как бы будем, так сказать, останемся практически за бортом этой экономической деятельности, и у нас будут тяжелые для нашего дурдоя, тяжелые для нашей экономики последствия. В принципе, как тогда уже открыто выражались премьер-министры и министры того периода, да, у нас это, скажем, перспектива была экономически не самая блестящая, но из двух зол мы выбрали наименьшее, то есть вхождение в ЕАЭС. Это больше политический союз, если вы понимаете, о чем я говорю, это больше такой, нежели экономический, для любой страны, также и в Европейском Союзе. Малые государства в Европейском Союзе, да, они практически являются поставщиками услуг, рабочих рук.
страны, развитые страны и Европы, да. То же самое получается и здесь. Мы в таком же положении оказались, поэтому у нас 700 тысяч наших граждан мигрантами в России. Экономика Казахстана лучше, чем у нас. Экономика России, так как это все-таки большой 200-миллионный рынок, да, подразумевалось, что мы встанем на ноги и мы будем поставлять продукцию, а по факту получается так, что как раз-таки монополисты предприятий с этих государств, они занимаются реализацией своей продукции, то есть мы открыли для них еще небольшой рынок, по большому счету. Вот среди экспертов бытует такое мнение, что вот нас специально хотят подвести к этому, чтобы вот ввести эти пошлины для того, чтобы наконец избавиться от подержанных авто. И вообще есть такая практика, когда у нас наш рынок в чем-то нуждается, в каких-то товарах, у нас открывается этот рынок внутренний, стираются автоматически все эти пошлины. А вот то, что сейчас у нас, вот, старания наших чиновников, это вот все сводится к этому. Вы согласны с таким мнением? У любого большого политического союза есть экономические последствия. Вот то, что я предыдущий говорила о Европейском Союзе, да, к сожалению, в нашем случае, именно вот в случае с растаможкой авто, да, министр экономики открыто сказал, ну, мы же должны поддерживать партнеров, почему бы нам не покупать российский автопром. То есть российские авто. Но я мало себе представляю, что, допустим, депутаты Джоркинеша, министры парламента, министры правительства пересядут на тех «Жигулях» и «Нивах». Да, что они будут ездить на Нивах, да, то есть они пересядут с комфортабельных Лексусов, да, что они пересядут на Нивы. Я очень сильно в этом сомневаюсь. Опять-таки, то есть в итоге, получается, на российские машины пересядут наши рядовые граждане. Но проблема в том, что в Кыргызстане у нас, по крайней мере, ранее у простого населения была возможность покупать в хорошем состоянии там, праворульные японские авто, да, в хорошем состоянии те же подержанные автомобили. А сейчас с этой растаможкой у нас практически мы людям не оставляем выбор на то, чтобы как бы, да, приобретать, ездить на хороших, качественных, пусть и подержанных иномарках. То есть это вот такой большой минус. Почему экономика, она не должна быть авторитарной, и не должно быть вмешательства государства. Государство не имеет права навязывать, на чем ездить рядовому гражданину. А тут, получается, мы будем буквально в смысле это навязывать. Я, естественно, против этого. При всем моем уважении к нашим стратегическим партнерам, к Российской Федерации, к Казахстану, но в данном случае мы, во-первых, мы представители Элюкулю, да, мы депутаты парламента, мы представители своих граждан, кыргызских граждан, да, кыргызстанцев. И здесь, конечно же, я предупредила членов правительства, министров о том, что они должны быть тогда морально готовы к социальным последствиям. Это вызовет массу недовольств. Может быть, в глубинке, в регионах, те, кто не читает вот эти вот средства массовой информации, онлайн, да, еще не в курсе этих решений. Но когда по факту с января вступит в силу вот эта растаможка, тарифы новые, да, в 5 раз увеличенные, когда они будут вступать в силу, последствия будут ощущаться когда на рядовых гражданах в регионах, и будут, я думаю, очень много эмоций уже вот именно от нашего населения. Ну вот скажите, вот чтобы избежать этого социального взрыва, вот, и поскольку вопрос должен решаться чуть ли не на уровне президентов, то вот наши депутаты, как блюстители интересов, да, вот какая-нибудь работа в этом плане проводится, допустим, выработка каких-то определенных рекомендаций, чтобы при переговорах на высшем уровне? Скажем так, я 4 года депутат парламента, и все эти 4 года мы не можем, который представляет Кыргызстан в рамках ЕАЭС, находится в ЕАЭК, там, в Москве, мы не можем элементарно пригласить их хотя бы для обсуждения этих вопросов себе в парламент. Как вы думаете, в чем проблема? Ну, проблема в том, что якобы изначально, почему я все время возвращаюсь к тем, кто инициировал это вхождение, да, к предыдущим министрам, предыдущим правительствам, предыдущим министрам экономики, да, потому что когда Казахстан вступал в этот союз, таможенный союз, в Евразес изначально, как он назывался, да, братья наши казахи, они очень жестко, да, проконтролировали этот вопрос. Каждая преференция проходила с боем. То есть они позаботились о своем малом бизнесе, они позаботились о своих отечественных предпринимателях. То есть они грызлись буквально за каждую преференцию. Что происходило в Кыргызстане? С 2013 по 2015 год
все, кто был министром экономики, и все, кто был премьер-министрами того периода, я об этом, кстати, как только пришла в парламент, выступала, говорила, и 4-й год говорю, они несут полную и моральную, и экономическое, вот так сказать, последствия ответственности о том, что они легко отнеслись к этому вопросу, они не просчитали последствия. То есть интерес наших граждан не учли. Наши государственные служащие ездили в Москву, катались на эти мероприятия за счет бюджета, ездили, проводили время. Тогда как даже сейчас, вот когда недавно, буквально в сентябре было в резиденции заседание членов ЕАЭС, да, приехали министры сюда, которых мы не можем у себя в парламенте увидеть. Представители Армении открыто сказали, что мы прям бьемся за каждое, такое же маленькое государство Кыргызстан, мы бьемся за каждую преференцию. То есть у них это элементарно называется простым словом патриотизм. А у нас же, к сожалению, мы этого всего не увидели. И что можно сделать? Я считаю, что мы в итоге, я думаю, плохо то, что всегда вынуждены вмешиваться президенты. Хотя есть правительства, которые должны были это все отрабатывать. В итоге президенту Сооронбай Шариповичу, когда будут последствия вот этих всех вхождений, ему придется об этом выступать и ложится говорить. Вся нагрузка на него одного получается, да. Не происходит ли это потому, что зачастую наши чиновники, вот как вы недавно, в принципе, отмечали в беседе с министром сельского хозяйства, о том, что они вместо того, чтобы заниматься конкретными делами, просто перевирают статистику. И Ну, я называю вещи своими именами. Я понимаю, что за 4 года я, наверное, нанимала там недоброжелателей в силу своей так прямолинейности. Но я думаю, Кыргызстану пора научиться, во-первых, признавать вещи такими, какие они есть. Мы должны признать, что мы допустили огромную ошибку. Мы должны признать, ошибка это имеется в виду даже не сам факт вхождения в ЕАЭС. Да, это политически был востребованный, так сказать, союз на тот период, да, и я думаю, сейчас это тоже в силу того, что 700 тысяч наших граждан находятся там, экономика, то есть интересы почти миллиона кыргызстанцев мы не должны забывать, поэтому мы будем с этим считаться, мы это будем признавать. Просто за тот период аж неправильные, так сказать, непатриотичные поступки предыдущих руководителей имеют место, привели к таким последствиям. Это для нас огромный урок в том плане, что мы наконец-то должны заставлять работать на самом деле, говорить, что, ребята, у каждой бумаги, которую вы подписываете, есть последствия. Каждое ваше решение приведет к последствиям. Я думаю, люди, которые были министрами, которые сейчас тоже рядовые граждане, те люди, которые принимали решения, которые сейчас не находятся в составе нынешней власти, в правительстве или в парламенте, они как раз-таки на своей собственной шкуре будут ощущать эти последствия. Я не думаю, что каждый из них успел за 19-й год, когда правительство на год дало льготы, вернулось к старой растаможке, я не думаю, что все из них успели обновить автопарки. Понимаете? То есть мы говорим об ответственности, об подотчетности, что вот такого расхлябанного отношения не должно быть. А что вы можете сказать по инициативе премьер-министра, который предлагает перейти полностью на электромобили? То есть в качестве пилотного проекта он предлагает сначала пересесть... Здесь вопрос лишь стоимости. Во сколько это обойдется? Давайте посчитаем. Если это дороже, чем рядовое подержанное авто, естественно, его никто не купит. Я понимаю заботу нашего правительства, премьер-министра об экологии. Я понимаю, что им приходится буквально расхлебывать все, что было за 30 лет в нашей системе управления, госуправления. Да? Но в любом случае мы не должны отрываться от реалий, и премьер-министр в том числе, потому что он понимает, что рядовой кыргызстанец, вы, рядовые госслужащие, предприниматели, не все могут себе позволить такие дорогие авто. Это дорого. И навязывать с высоты правительства, с высоты парламента, говорить, вот я забочусь об экологии, я вот такой-то депутат, покупайте электромобили, это как минимум неэтично будет и с моей стороны, и со стороны любого государственного служащего. С учетом того, сколько у самого премьер-министра заработная плата, он на эту заработную плату никогда себе не сможет позволить купить этот электромобиль. Поэтому пора нам всем научиться говорить так, как есть.
Полностью с вами согласен. Ну, благодарю вас за содержательную беседу. Ну, а мы надеемся, что вопрос все-таки решится в пользу кыргызстанцев. Ведь если все сводится к тому, что последнее слово за нашим президентом. Я напоминаю, это была передача «Маселе». Сегодня мы беседовали с депутатом парламента, с Эльвирой Жиргалбековной Сурабалдиевой. До свидания.